Ребят, долго думал, съездить или сходить. Я решил сходить. Схожу до, как сказать, до той избы. Ладно, тут недалеко. Заодно прогуляюсь. Давно уже пешком не ходил. Взял рюкзак. Смотрю, тут черемуха-то есть, ягоды, в принципе, вон он, сколько их. Очень много. Компот можно варить из этого. Да. В этом году точно рябчики будут, потому что черемуха есть, во-первых, и очень много рябины. Вот так. Ладно, прогуляюсь. Поднимается лодка. Кто-то на рыбалку едет. 2 человека. Даже на ветерке. Ветерок. Древний мотор. Ветерок 8. Бывало еще ветерок 12. Привет! Не узнал. Может, Коля Чивиль. Если они, то заморожка уже поехали. А может и не они. Что-то лодка или новая, или другая. Что-то у него вообще раньше быстро и шла лодка. Сейчас не очень. Это береза, 100 лет уже этой березе. Смотрите, какие сучья у него. Вон. И бывало, делянка попадет, когда вырубают лес. Ручная рубка. Топором рубить такие. Блин, проходил через это. Ой. Не позавидуешь такой работе. Веники какие хорошие в этом году. Сейчас сегодня 3, 6 июля. Обычно мы всегда новым веником моемся, паримся. Это традиция перед Иван день, наверное, или что там будет 7-го. И перед этим днем всегда мы Иван Купола, может, или что там. Всегда в каждой семье один человек сходит за веником и всегда паримся вот такими березовыми вениками. Вот тут поля были, вот смотрите, все тоже зарастает. Дороги старые, колея. Невозможно, там буксовали Уралы, Жилы. Сейчас все зарастает. Вот тут дороги были. Все заброшено. Смотрите на эту березу. Вот это да. Вот такое первый раз я вижу. Сколько раз я здесь проезжал на буране, на машине. Внимания не обращал. Смотрите, какая она. Здесь можно сказку заснять. Про Лешего, про Ягу Баба Яга, там какие-то наросты, вот такие вот. Раз, второй. Из этого этих наростов делали раньше тарелки, ложки, посуду всяко разные. Вон он, нарост, второй, там еще. И сама береза, вон, смотри, какие сучья непонятные. И диаметром где-то больше метра, наверное. Вот. Блин, напугал. Это вальшнеп, вон вальшнеп. 2 штуки. 2 вальшнепа. Блин, резко из-под собаки они выскочили. Я зимой сюда приезжал еще на рыбалку. Снимал для вас. Вот. Тут это, наверное, елка получается. Вот это уже елка. У елки, между прочим, шишки тоже на вершинке тоже есть.
Не скажу много, но они есть. Если зимой много клестов будет, значит шишек много в этом году. Они это знают, они как бы вот, а у пихты их не пересчитать, очень много. Ну, там уже избушка. Как бы луга тут тоже раньше косили, строили избы. Сейчас просто отдыхать приезжают на рыбалку. Вот так вот. Видно, что никого нету. Заодно баню обязательно надо посмотреть. Потому что баню из досок они сделали. Вот такой вид тут. Тоже луга уже все зарастают. Травы мало. Вот все тут как выглядит. Догадались, нет, для чего все это делается. Шесты. Это вставляем так. И туда вешаем сетки, когда рыбу на сети ловим. И уже так сушим, чистим сетку, сушим. Ну, давайте небольшой обзор, пробежимся. О, к сожалению, баня закрыта. Мне самое интересное было бани посмотреть. Тут кострище, как и везде у нас так делали, но из металла вон, поперечина хороший, как бы не сгорает. Обычно там, когда поперек тоже доску ставишь, он сгорает. Вот. Здесь кормушка, видать, или для мыла, вон, здесь мыло нам оставят. Здесь умывальник должен быть. Вот, столик для готовки. Тут еще какой-то столик. Я сейчас рюкзак здесь оставлю. Здесь я буду сидеть, отдыхать. Жалко, конечно, что Степа ты баню закрыл. Я бы посмотрел. Мне очень интересно. Тут навес хороший тоже. Навес. Все четко сделано. Один минус этого навеса. Навес простоит, у вас крыша простоит 1000 лет. Здесь баннером сейчас закрыто, наверное, 1000 лет, скажем. А вот столбы, вот, закопанные в землю, они гниют очень быстро. Это большой минус. Ну, или железные вот стойки нужны, или же на венец надо ставить. Примерно так. Ну, каждый сам делает, как ему нравится. Вот. Ну, раз закрыто, близко даже подходить не стану. Я знаю, что все это сделано из доски. Из доски. Там баня. Блин. Так. Водка. Так. Вот здесь водки нет. Это для тех написано, чтобы замок не ломали. Здесь водки нет. Четко придумано. Там толчок. Тоже баннером закрыто. Вот. Амбар. Амбар, ножки коротенькие. Видно, что там, ну, не боятся, что там мышь залезет или что. Продукты, может, не особо и не хранят. Тоже под замком. Ну, ой, блин. Изба, оказывается, тоже под замком. Да. Не получилось мне обзорчик сделать, конечно. Ну вот, крыша также закрыта вот этим алюминиевые листы, что я показывал на второй избе. Вот все как выглядит. Вот она. Вот. Очень плотно, как сказать, закручивали саморезами. Надо вот швы, вот как там делали, мне интересно. Сгибали друг с другом. Много интересного хотел посмотреть, показать, но так.
Ну, там нары, печка железная, обшита кирпичами. Не тканкой обшитый дом. Не знаю, видно, не видно потом вам. Такие. Стол. Но когда я последний раз сюда заходил, там короче, у них печка была, как бы, нуждалась в ремонте. Вот так вот. К сожалению, все закрыто, ничего показать толком не смогу. Ладно, буду я сейчас отдыхать. Ветрено тут, без комаров, без ничего. Вообще класс. Хотел газету еще там оставить в избе. Облом. Облом. Ну что, взял я термос с кипятком, кипяток, заварка, песок, ложку забыл. Тут у меня хлеб, конфета. Здесь получается еще помидор, колбаса и яйцо. Бездельнику тоже хлеб дам. Наколы. Вот. Опа, опа. А это сырые яйца. Яйца что ли? Я сырые яйца взял. Вот это да, попадалово. Яйца-то сырые. Интересно, Тулан съест? Нет. Точно сырые они. И никогда ему сырые яйца не давал. Тула. Поколы. Съест, не съест потом. Чой? Чой, Тула? Не ест. Тула. О. Вот так. Он вообще не ест. Я вместо вареных яиц взял сырые. Кто не знал, вот пробовать там сырые, не сырые, берете яйцо-то крутите. Если не крутится, они сырые. А когда вареные крутишь, он быстро как юла крутится. Вот. Явно он сырой. Так, ладно. Что есть, то и будем кушать. Помидор азербайджанский. Очень вкусный. Прям отличается от других сортов. Помидоры настоящие, вкусные. Уже кушать захотелось, блин.
этот термос от Данила. Данил, привет, если смотришь. Спасибо еще раз тебе. Мой друг армии, однополчанин. Он тяжелый, конечно, правда. Только на технике возить. В рюкзаке я его таскать не стану. Ну, сейчас бахну чай. Ложку еще надо. Вон чайка. Лёшка едет. Чайка! 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 Точно Лёшка. Рыбак. Где рыба? Таким серьезным никогда в жизни я еще тебя не видел. В смысле такое лицо? А, чайка. Сосредоточение, чтобы не упасть. Чайка. Щенок Уайды. Дочка Уайды. То у тебя гуляет? Нет? Все. Останется моя собака потом. Не гуляла? Ты с ночевкой? Я не. Носите, брат. Возле избы. Я чай пью. Давай угощайся, конфеты есть. Вот дом-то. Знал бы, не приехал. Давай поедем обратно. Чайка. Да, лося суганул. Не видел? Следы есть. А самого не видел. Друзья вышел и до ручья спустился. До этого, наверное. Вот я. Луани кусать? Нет. Не, до второго ручья, да, следов-то там нету. Ну я видел его. Этого. Следы. Да, Порыбачил 7 штук или сколько там поймал. А ты? Это... 7 штук может такие, да? Да. Если еще собрать, то такой длины не получится. Я тебе звонил, жилку надо было, да, потом. Блин, такая жирная стала у тебя. Ой, зажирел. Вот это да. От чего такая она? Что, на цепи сидит? Не бегает. Солидная такая стала. Чайка, не узнать тебя. Сейчас. Ремонт закончится, да. Будем в поле сушаться. Мырпом посмотрел. Не то? Немножко есть мелкие, твердые. Ну сейчас, рано еще. У кобыля одного металькана. Лодка где-то не утонула, не видел? Кого? Лодка не утонула, не видел? Я и не ходил туда. Я там порыбачил, думаю, поснимаю избу. Сейчас закрыто, оказывается. Давно тут не был. Сижу, чай пью и обратно поеду. Шума сейчас, не знаешь. У меня этого шума, да, Не надо. в прошлом году приносил, да, дров до сколько. Ну, Ну ладно, давай. если воду не выпьешь, пока воду черпать не буду. Терпимо, терпимо. Lock and one. Lock.
знакомый Лёшка, у него за рекой там изба, я тоже снимал уже несколько раз, заходил к нему. Вот. Приехал, чтобы скосить возле избы территорию. Вот так. Я продолжаю пить чай, отдыхаю. Хорошо. Ну что, ребят, в принципе, погостили тут мы. Сейчас соберемся и пойду я. Пришел вот тут по дороге, а пройду вот здесь. По лугам, по лесу и выйдем снова на дорогу. Пройдемся по лугу. Глянем, что там. Сейчас еще покажу у Лёшки там заречье избу. Он, видать, уже перешел давно. Что-то там стучит уже, делает. Ну, без ночевки он приехал там. Быстренько скосит территорию. У меня пока не получается на первую избу съездить. Но рано или поздно также туда съезжу с ночевкой. И также будем косить траву, территорию убирать. Много работы, конечно. Все это будет, но чуть позже. Вон там изба у него. Целый поселок. Все заросло, не видно только. Вон она изба. Здесь я буран оставлял, там рыбачил выше. Надо было, может, сегодня сюда сразу. Заехал бы сюда. Там, в принципе, место хорошее тоже, оказывается. Берег хороший, я имею в виду. Сразу не подумал. Я думал, как бы сюда прийти, но что-то вот меня удерживало вон в том месте, где сегодня рыбачил. А, вот отсюда хорошо видно. Несколько домов. Лодка, 2 лодки даже тоним. Вон в том доме он. 2 раза я его там снимал уже. А здесь такая река. Такой берег. Бездельник радуется. У меня хоть более-менее чуть-чуть как-то, ну, сейчас линяет. Поэтому чайка-то она уже на сколько там, лет на 3, наверное, старше тулана, и она очень жирная стала. Вон там можно было рыбачить. Там дорога проходит, на УАЗике я проезжаю, очень опасный участок. В принципе, от дороги можно там рыбачить. Но это как-нибудь другой раз уже. Сегодня уж точно я не стану. Пошли, ладно. Сейчас по пути еще попробуем бересту собрать. Конечно же, веники хоть сегодня собирай, но очень красивые веники, вон смотри. Очень-очень красивые. Но это тоже 6-го. Традицию не буду нарушать. 6-го куда-нибудь съезжу, веник пособираю, будем париться, мыться. Вот. А сегодня сейчас пойду к машине в первую очередь, а там уже посмотрим, что дальше делать.
Ну вот. Ладно, изба. Как-нибудь в следующий раз, может, хозяин тут будет. Поснимаем внутри избы. А я пойду вот тут. Вырыта яма. Для чего-то. Очень много тоже уже сосны тут. Все уже засоряется также. А хотя вот, скажем, если вот когда тут кипела работа, смотрите, пустырь. Очень хорошо попадает солнце, во-первых. Ветер гуляет. Трава быстро сохнет в таких местах. А у меня на первой избе, вот там, в принципе, стена леса. И в определенные дни ветер вообще туда не попадает. Приходится все время шевелить траву, чтобы высохла. Но здесь вот пустырь, но травы очень мало, минимум. Очень мало. Так что плюсы и минусы тоже есть. А так. А так, в принципе, красиво какие-то вот цветы. Прям очень красивые. Вон они. Думаю, тоже лекарственные. Прошлогодняя трава очень много. Уже сколько лет тут не косили, не убирали. Вот поэтому еще это и происходит. Лес выходит, растет. Не надо сажать ничего. Вон уже 2 метра высотой. А этот вообще сосна красивая такая, блин. Пышная как-то. Вон, смотрите. О, как получилось. Красиво. Тут медведь, наверное, ворошил. Видно вот лапа, вон она. Фу, вон она лапа. Не крупный. Не крупный, да. Но это медведь тут. Муравейник. Земляные муравьи тут. И он ворошит тут. Видно, как царапал лапой. Вон она, отчетливо видно. Раз, два, три, 4. Вот такая лапа. Небольшой. С ладонь. Вообще малыш. Вот так портит он луга. В этом году хоть не так сильно, а в прошлом, позапрошлом году, наверное, было. Вообще ворошили они, все поле там рыли. Вон. Это река. Жара, блин. Вон там устья реки. Таежная река Лопью выходит. Сюда тоже семга поднимается. Здесь, в принципе, если фидером порыбачить, тоже ништяк места. Тут немножко глубина. Там мелко, конечно. Вот нам еще до поворота, до туда надо идти. Ниже даже. Здесь лодка для перехода реки. Куда она стала? Большая тропинка. Потому что заросло там, фиг знает. Не потеряешь, но можно там блуждать. Тут смородина уже. О, смородина-то краснеет, но недозрелая еще. Чуть-чуть недозрелая, вон она. Вон. Угу. О, витамин.
Это витамины, ребят. Вон, смотрите, сколько их там. Недозрелые пока. Все признаки жизни, для жизни есть в этом году. Именно для боровой. Для боровой птицы. Вон сорока. Ой, сорока, говорю, ворона. Что-то хруст там услышал. Ворону. Фиг знает. Показалось. Следы зверя есть, кто его знает. Где-то может он тут тоже. Фиг знает. Тулан куда-то ушел. А вон он. Нормально все. Спокойно себя ведет собака. Ориентироваться по собаке можно. Здесь вот вывозили раньше траву. Тут такая тропинка. Машинная дорога даже. Здесь тог раньше делали. Вот такое поле. С этого поля, вот с этого участка примерно раз, два, три, 4, 5, 6 этих промежутков. Мы считаем не эти шесты, а вот между шестами сколько вот этих промежутков. Может еще дополнительно были, может уже сломались они. Вот воспоминания остаются такие. Новое поколение уже вообще не понимает, не может представить. Да, блин, даже если у Никиты у меня спросить, что это такое, он даже не ответит для чего. Потому что на сенокос мы его уже не возили. Денис еще попадал, он старше. И на сенокос еще вроде он как был. Вот. А новое поколение, что вот сейчас вот вырастает, они вообще не знаю, что такое в руках держать там косу или же еще. Просто как они узнают, если родители, скажем, не держат скотину? Это же логично так. Здесь рыбалка тоже отличная, можно посидеть. Сейчас я вижу, где можно сидеть. Трава, тихое место и берег хороший. Фу, вспотел. С утра кофту одел, потому что с утра прохладно было. Да и сейчас, в принципе, ветер такой. Не скажу, что жарко так. Очень жаркий ветер. А вот когда идешь, и уже начинаешь потеть. Там тоже из досок такая вот навес такой сделан. Как бы от дождя там прятались люди. Фу, хорошо. Ну я уже на дорогу вышел. Осталось чуть-чуть.
Ну что, ребят, будем заканчивать поход. Тулан вернулся, он вперед дальше уходил. Позвал, пришел. Набрал немножко бересты. Много нам не надо в этом году, потому что зимой дрова привезли из березы, и береста у нас будет. Ну, запас тоже нужен. Эта береста пойдет на затопку печи, там на круглый год это в баню пойдет. Поджигать там дровишки. Тулан устал, смотрите, сколько овода. Это малая часть того, что творится вот на улице. Если присмотреться, надеюсь, видно. Прям гул стоит. Но хотя уже сезон, у овода уже сезон прошел. Это только третья часть того, что творится у нас в Республике Коми. Очень тяжелый климат. Лето короткое, и то, вон смотрите, как мы проводим дни в тайге. Очень сильно кусают, прививки делают от всяких разных вирусов, так скажем. Вот. Очень тяжело в тайге сейчас лосям, медведям, любому зверю. Хорошо боровой птице, это для них корм. Когда много овода, они не погибнут от голода, и теплая погода тоже очень хорошая для них. Ну, примерно вот такой поход, ребят, у меня получилось сегодня. Немножко показал рыбалку. Как сказать, хотел сделать обзор избы, но, к сожалению, не получилось, потому что изба закрыта. Это воля хозяина, закрывать или нет, это его дело. Я никого в этом не осуждаю. Бывало так, что я сам даже закрывал, когда приходили на избу чисто бухать люди. Вот. Потом злишься на таких людей. Ну, хорошо, что у нас в селе друг друга понимают и сразу за спички не берутся и не поджигают избу. Такого случая еще не было. Очень редко, может быть, когда-то и было, но чтобы злость держать на хозяина избы или еще, нет, такого нету. Друг другу мы просто понимаем. Вот. Ну, в ближайшее время уже скоро начнутся мои длинные сериалы. Это походы на первую избу. Так что ждите новые фильмы. А на этом все. Всем пока и до новых встреч. Сейчас увезу домой. Вон, смотрите, сколько комаров у него. Вон, 3 комара. У нас клещей нету, но комарье достают конкретно. Кусают собаку. Давно уже он не гулял. Сейчас нагулялся сегодня. Все, поедем домой.